Добрый вечер, это программа «Якутия Лайф» и я, Ирина Ефимова. Все мы с ранних лет помним слоган «Спички, дети, мне игрушка». А еще не игрушка детям и взрослым электрические приборы, старая проводка, костры, разведенные во дворе и на природе, и многое другое. Но согласитесь, что из года в год одной из самых актуальных тем зимы и приближающихся новогодних праздников становится вопрос пожарной безопасности. Какие опасности могут подстерегать нас с вами и на что нужно обратить особое внимание именно зимой? Об этом и не только мы сегодня поговорим с инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Якутску Кристиной Анатольевной Скрипчук. Здравствуйте, Кристина Анатольевна. Ну что ж, впереди новогодние праздники, хлопоты. Уже сейчас люди начали закупать фейерверки, хлопушки, салюты. Вот какие правила нужно соблюдать, чтобы праздник не закончился печально? Да, действительно, значит, в новогодние праздничные дни увеличивается в разы пользование пиротехническими изделиями. При приобретении необходимо приобретать продукцию пиротехническую в специализированных магазинах у продавца, который имеет сертификат соответствия на данную продукцию. Также необходимо обращать внимание на то, чтобы само пиротехническое изделие было не вскрыто, то есть чтобы не было каких-то там повреждений, чтобы изделие не было деформировано, и обращать внимание на срок годности пиротехнического изделия. Что касается запуска, ежегодно управы округов определяют площадки для запуска пиротехнических изделий для жителей города Якутска. То есть это площадки, которые находятся вдали от многоквартирных жилых домов, где при запуске пиротехнических изделий не будет какой-то опасности в случае возникновения возгорания. То есть специально отведенные места есть в городе, в каждом округе, да? Да, То есть, верно. Потому что просто выйти во двор и во дворе пострелять, это нельзя, если все же случилось так, что до специально отведенной площадки не дошли граждане, да, и решили пострелять во дворе, необходимо выдержать расстояние не менее 30 метров от жилых домов. Желательно делать это вдали от жилых домов. Да. При запуске пиротехнических изделий необходимо выбрать ровную устойчивую площадку, чтобы исключить падение пиротехнического изделия. При запуске, значит, необходимо фитиль, когда поджигают, нужно поджигать его на расстоянии вытянутой руки, ни в коем случае не наклоняться над изделием, ну, да, чтобы не произошло случайного, допустим, раннего какого-то возгорания. И необходимо незамедлительно отдалиться на безопасное расстояние. Бывает так, что сам салют переворачивается на бок, да, либо, допустим, не все выстрелы произошли, да, сразу же бегут посмотреть, что же там случилось. Да, этого ни в коем случае нельзя допускать, потому что может произойти выстрел заряда прямо в человека, да, что чревато последствиями. А вот вы сказали, в специализированных магазинах, то есть, ну, и должен быть сертификат, то есть, вот, они же продаются так вот просто там где-то в хозмаркете, я не знаю, в хозяйственных магазинах лежат. Ну, я думаю, в хозмаркете продают сертифицированную продукцию. Вообще, это говорится о точках, которые, допустим, продают на улице из машины. Там вот я не рекомендую покупать, потому что неизвестно, в каких условиях хранилось данное изделие. То есть могло отсыреть что-то? Да, и просто может что-то пойти не по плану во время запуска. И либо произойдет какое-то возгорание, либо будет причинен ущерб здоровью. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на номер нашей горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Ксения Анатольевна, а как вообще часто вот в новогодние праздники происходят возгорания именно по вине пиротехники? Ну, значит, за последние годы возгораний по республике именно по причине пиротехники не зарегистрировано. Но на моей памяти есть такой случай, несколько лет назад это произошло, что при запуске салюта сам заряд попал в балкон, на балкон многоквартирного жилого дома. И произошло, получается, возгорание имущества, которое хранилось на балконе. Поэтому необходимо
соблюдать все-таки требования пожарной безопасности и стараться запускать салюты вдали от жилых домов. То есть если, ну, если все правила соблюдать, если правильно читать инструкцию и приобретать сертифицированную продукцию, запускать ее как бы по правилам, то, в принципе, ничего плохого не будет, да? Да, в принципе, салют будет безопасен и принесет только радость. Давайте отойдем немножко от новогодней тематики, возьмем тему чуть шире. Вот чаще всего пожары в жилых домах от чего случаются в многоквартирных? То есть, ну, конкретно нет многоквартирных. То есть есть вообще, в принципе, причина возникновения пожаров. Да, самая основная – это идет неосторожное обращение с огнем. После нее идет аварийный режим работы электросети либо электрооборудования. Ну, проще говоря, это короткое замыкание. То есть все-таки неосторожное обращение с огнем, там курение в неположенных местах, да, это верно. самая частая причина. Да. А чаще горят все-таки так называемые деревяшки или жители каменных домов тоже не застрахованы от таких происшествий? Интересный вопрос. Статистики такой не владею на данный момент, но в принципе возгорания происходят как и в деревянных жилых домах многоквартирных, так и в каменных. То есть от этого никто не застрахован. Просто единственное, что в деревянных жилых домах это распространение идет гораздо быстрее, так как горючее, да, сам дом. А в каменных, ну, в замкнутом пространстве, допустим, если произошел пожар в квартире, оно вот локально, да, в квартире только и горит, распространение в основном не бывает, либо минимально. А когда-то была идея ставить пожарную сигнализацию в подъездах многоквартирных домов. Вот кто вообще за это отвечает? Да, данная программа реализуется на сегодняшний день. На это выделяются средства, работают управы, максимально стараются установить вот эти вот автоматическую пожарную сигнализацию извещатели в деревянных жилых домах, так как они более подвержены, ну, возгоранию и распространению огня. Это управы, да, занимаются этим? Администрация, это на уровне администрации. То есть это города, республики. ГУ, ИЧС города Да, или муниципальных образований республики. Понятно. Тогда такой вопрос про частный сектор. Да? Там по большей части все-таки дома из дерева, и, в принципе, любое неправильное обращение с огнем, даже там те же шашлыки, поход в баню могут закончиться плачевно. В связи с чем вопрос, как вот жителям частных домов себя обезопасить? Да, действительно, у нас ежедневно подразделения пожарной охраны выезжают на пожары именно в частный сектор. Очень много пожаров в частном секторе. Обезопасить, ну, сейчас немножко скажу, да, по причинам возникновения пожаров в частном секторе, да, очень много пожаров возникает из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации обогревательных приборов, печей отопительных и отопительных котлов. Да, то есть необходимо особое внимание уделить именно устройству печей, котлов, а также электрооборудованию, электросетям. То есть, опять же, все должно быть сертифицированное, все должно быть по инструкции? Да, да. Или нужно их как-то проверять, чтобы дополнительно? Ну, смотрите, допустим, вот с введением новых правил противопожарного режима, да, постановлением 1479 с января вот, текущего года, запрещено эксплуатировать вообще вот кустарного производства печи. То есть печи должны быть только заводские. Очень много пожаров возникает именно вот из-за незаводских печей. Либо когда вот оборудуют место установки печи, производят какие-то ошибки, недосмотры, из-за этого происходит возгорание. А вот пожары в банях тоже, наверное, часто бывают? Пожары в банях, они, в принципе, круглый год, только вот летом в особую жару они прекращаются, а так особой сезонности нет. Вот вопрос от телезрителя пришел на WhatsApp. Приобрели с супругой участок, планируем построить дом. Какой материал лучше всего подходит, чтобы не горело? Ну, тут рекомендовать сложно. Все зависит. Можно, в принципе, построить дом из бруса. Да? У нас в Якутске любят строить дома из бруса. То есть, если делать все грамотно, если выдерживать противопожарные расстояния между, допустим, домом, гаражом,
Если грамотно проводить проводку, то будет безопасно из любого материала дом. Сейчас же обрабатывают дерево каким-то специальным там... Да, существуют, есть такие специальные огнезащитные обработки. Ну, они продаются, по-моему, во всех магазинах, в которых продаются лакокрасочные изделия. Ну и в принципе они эффективны, да? То есть именно распространение огня не такое быстрое получается. Да. Но порой виновниками трагедии становятся дети. Как вот ребенку все-таки подробно объяснить, что игра с огнем опасна? И может есть какая-то статистика, там, в каком возрасте чаще дети становятся причиной пожаров? Ну, такой статистики нет, но вообще тема интересна. С детьми, к ним нужен особый подход, да, значит, с маленькими детьми необходимо проводить беседы, лучше в игровой форме, чтобы они четко понимали, как им действовать в случае возникновения пожара. То есть разыгрывать разные сценарии, если пожар начался дома, если пожар начался в подъезде, то есть как действовать, да. В первую очередь необходимо, чтобы они усвоили, что нужно сразу позвать незамедлительно на помощь, и ни в коем случае нельзя прятаться. Что касается более взрослых детей, скажем так, да, подростков, значит, здесь уже все становится интересно, да, интересно, как горит, интересно, как что-то там взорвется, да. Здесь, значит, нужно тоже четко объяснить масштабы трагедии, которая может произойти из-за каких-либо их действий и в случае возникновения пожара, что это может принести не только ущерб имуществу, это может унести жизни людей, чтобы они это четко усвоили и чтобы они четко осознали всю ответственность, да, что есть помимо того, что вот произойдет, что есть ответственность, которую понесут либо вот сами подростки, либо их родители, как административной и до уголовной. Ну, то есть причинно-следственная связь должна быть у них в голове, да? Что... Да. Тогда, я думаю, будет меньше мыслей посмотреть, как что-то горит. А вот уроки в школе же объясняют там на ОБЖ? Да, в школе данные уроки проводят. Также мы регулярно отделом проводим беседы, начиная вот с первоклассников, также в простой в игровом формате проводим беседы. Ну, на данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией данные мероприятия проводятся посредством Zoom. Вот, кстати, еще один вопрос на WhatsApp. Работаю в школе, хочу подготовить классный час по вопросу пожаров в частных домах. Живем в селе. Позвать кого-то из пожарной охраны возможности нет. Сама готова все сделать, где взять информацию, чтобы она была актуальной? Данная информация есть в сети интернет. Либо можно на сайт МЧС Республики Саха-Якутия на официальный обратиться. Там вся информация есть на все случаи жизни. А вот газ в квартирах. Бывали ли случаи, когда, ну, допустим, жители установили себе сами газовую плиту, не дождались газовиков и... После этого там пожар произошел? Да, данный случай был буквально в прошлом году. Произошел, значит, пожар в многоквартирном жилом доме. Причиной пожара явилась самовольная установка газовой плиты. Поэтому при том пожаре были еще пострадавшие. Поэтому, да, хочется обратиться к жителям города Якутска, чтобы самовольного не было ни установки, ни какого-то переоборудования, вот вообще технического оборудования. Данными вещами должны заниматься специалисты. А вообще, насколько вот безопасны газовые котлы? Газовые котлы безопасны, если установку и эксплуатацию проводить без нарушения требований пожарной безопасности. То есть, как в инструкции прописано, четко следовать ей. Но вот у меня в квартире, например, газовый котел стоит, и ну, дочка подросток, она боится страшно. Это вообще к нему подходить. Ну, на это есть газовые службы, которые, насколько я знаю, должны приходить и периодически проводить какое-то обслуживание техническое и освидетельствование. Ну, проверять просто да. работу и так далее. А вот
если продолжать тему газа, да, машины из-за чего горят чаще, автомобили я имею в виду? То есть такое мнение распространенное, что горят в основном тем автомобили, где установлено газовое оборудование. Ну нет, данное мнение, оно ошибочное. Получается, пожары у нас на автотранспорте, они независимо от топлива и независимо от времени года происходят у нас периодически. Основными причинами являются аварийный режим работы двигателя, либо аккумулятора. Ну, тоже проще сказать, это короткое замыкание. То есть газовое там стоит оборудование? Нет, без разницы, да. Независимо от вида топлива. Просто когда установлено газовое оборудование, есть риск того, что произойдет взрыв. Да. Да. Ну вот сейчас, допустим, те же автобусы, они же в основном на газу, вот насколько это безопасно? Это безопасно, если эксплуатацию производить должным образом. Да, должным образом. А если пожар все-таки возник, то куда звонить? Вот раньше там 01 все звонили, сейчас номер поменялся? 01 есть и сейчас. Единственное, что по нему сейчас можно дозвониться только со стационарного аппарата. То есть с городского телефона. Да, но дозвониться можно. С любого мобильного оператора можно позвонить в пожарную охрану по номерам 101 и 112. А если видишь пожар, то чего точно делать не нужно? Вот, ну, все мы помним, да, что надо позвонить по номеру, вызвать пожарную бригаду. Но давайте поговорим о том, что, вот, чего делать точно нельзя. Ну, смотрите, здесь, значит, можно посмотреть с двух сторон. Если ты сам находишься на объекте возникновения пожара, или ты видишь этот пожар со стороны. Если, значит, сам находишься на объекте пожара, значит, не следует терять самоконтроль, паниковать, да? Необходимо в первую очередь покинуть помещение, не допустить притока воздуха, чтобы не было более интенсивного горения, да? То есть по возможности закрыть все окна, двери и покинуть помещение. Ну, естественно, вызвать подразделение пожарной охраны, и если есть соседи, допустим, то их уведомить о том, что произошел пожар, да, чтобы они эвакуировались. Значит, в реалиях нашей жизни, да, очень много случаев возникает, когда человек видит пожар со стороны, и вместо того, чтобы позвонить в пожарную охрану, он начинает это снимать на камеру мобильного телефона, чтобы потом выложить в сеть Инстаграм, чтобы все посмотрели, да. И причем он думает, что, наверное, уже кто-то позвонил в пожарную охрану, я звонить не буду, я лучше сниму видео, да. Но вот здесь тоже хотелось бы сказать, что могут так все посмотреть и подумать, и на самом деле никто не вызовет пожарную охрану, что, получается, время прибытия подразделения пожарной охраны отодвинет, да, и будет, ну, какой-то более значительный ущерб, возможно, даже гибель людей. Такой вот бытовой еще вопрос, много его обсуждали в свое время, курение на балконе, вот оно запрещено, оно сейчас? Значит, данным действующим законодательством, нормативно-правовыми актами по пожарной безопасности курение на балконе не запрещено. Но необходимо помнить о том, что курение и на балконе, как и не на балконе, оно может привести к возникновению возгорания. Так, а чем тогда оно запрещено? Вот, где? Это, насколько я помню, закон, но он не относится к пожарной безопасности. Там более по здоровью, ну вот что вот воздух, загрязнение воздуха и здоровье, вот что-то такое, по-моему, было. Ну, то есть, но это не касаемо пожарной безопасности. Не касаемо. Да. А шашлычки на балконе? Вот шашлычки на балконе запрещено, так как это же в любом случае будет разведение огня. А разведение огня запрещено на балконах. А если на углях, все равно нельзя? Ну, в целях безопасности своей не рекомендую. Но в гаражах вот тоже часто бывает? На территории? На территории, да. Ну вот гаражный кооператив, и вот прям перед гаражом часто они вышли, тут же разложили мангал. Вопрос.
То есть, если нет открытого пламени, то это не запрещено законом. То есть на углях можно все-таки. Еще такой вопрос. Многие люди в погоне за пожарной безопасностью ставят решетки на окна. Вот, то есть насколько это, ну, насколько это вообще вот, может быть опасным в случае пожара, например, да? Ну, то есть решетки поставил, чтобы те воры не влезли, да, потом пожар сам выйти не смог. То есть вот что... Ну, начну с того, что, в принципе, окно, оно не является запасным эвакуационным вообще выходом. Да? То есть окно, оно может быть использовано как аварийный выход. Да? В основном решетки устанавливают в многоквартирных жилых домах, деревянных, на первых этажах. Да, но тут тоже получается, данный момент он не нормируется законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности. Ранее, до 2012 года, данная норма была в правилах пожарной безопасности. Был запрет на установку окон. Решеток на окна. Да, и решеток. Да, решеток на окна. А на данный момент такого запрета нет. Но необходимо помнить, что в случае возникновения пожара, да, окно оно может стать единственным выходом наружу из горящего помещения. Ну и тогда эти решетки должны тоже как-то легко открываться изнутри, Да. например, да? А вот в гаражах насколько часто происходят пожары? Буквально недавно был в Якутске большой пожар в районе Речпорта. Там довольно большое количество автомобилей сгорело. А по гаражам, значит, у нас, ну вот основной сезон гаражей начинается вот осенне-зимний период, потому что начинается активная эксплуатация гаражей, да, в связи с минусовой температурой на улице. По гаражам, Ну вот насколько часто бывает это? ну, часто пожары. Часто, Пожары часто, да, также практически каждую смену через день по частным гаражам выезжают. А кто возмещает ущерб, если это вот, ну, гаражный кооператив, например? Но тут нужно смотреть, кто непосредственно виновник возникновения пожара. То есть, если удается установить непосредственного виновника, то, в принципе, ну, уже там через судебные инстанции с него взыскивают ущерб. Вы много времени и сил уделяете рейдам профилактическим. Вот насколько эту деятельность можно назвать успешной? Есть неблагополучные семьи. Неблагополучным семьям особое внимание уделяем. Мы с округами периодически ходим в рейды, проводим инструктажи. Не могу сказать, насколько успешно это направление, да. Ну, по крайней мере, я думаю, мы напоминаем людям номер вызова пожарной охраны. Потому что много случаев, когда теряются и не знают, куда позвонить. А объясняем, ну, какие-то вот простые моменты, чтобы в жилье правила пожарной безопасности соблюдались. С детьми разговариваем. А вот вообще как понимают потом, от чего произошел пожар? То есть это же, ну, целая процедура. Ну да, конечно, у нас по каждому пожару производится дознание. То есть выезжает дознаватель, он осматривает место пожара. Ну, обычно по развитию пожара понятно становится на месте, где очаг. Ну и также потом дополнительно опрашиваются свидетели, ну и как-то складывается картина. Ну вот вы когда называли самые главные, ну, самые частые причины пожаров, да, после неосторожного обращения с огнем, на втором месте было, ну, получается, замыкание проводки, скачок напряжения в сетях, там, так далее. Вот если установлено, что пожар произошел от скачка напряжения в сети, может ли человек, ну, предъявить там, энергоснабжающей организации? Есть у нас такой опыт. Был пожар, сейчас не скажу, либо вот в начале этого года, либо в прошлом году. И есть успешный опыт, что подали иск на организацию, которая предоставляет услуги. То есть там должна быть очень хорошая доказательная база.
Там дознаватель собрал очень хорошую доказательную базу, и все-таки доказали, что именно поставщик услуг оказался виновником. И, насколько я знаю, там удалось взыскать ущерб. То есть, Ну, это должно быть прям вот стопроцентно, то есть не по вине вот самого хозяина, допустим, объекта, да, что он не перегружал сеть, что это должно быть какое-то объяснение от, допустим, соседей там со всего района, что вот скачки у всех, что не у него одного, а скачки были у всех. Ну, там достаточно такая кропотливая работа, но в принципе это реально. вопрос от зрителя. Хочу купить домой огнетушитель. Какой взять? Для дома подойдет обычный порошковый огнетушитель. Он продается в любом магазине, который занимается вот этой деятельностью по пожарной безопасности. Вот еще бы лучше не только огнетушитель прикупить, а также поставить автономные дымовые пожарные извещатели, чтобы в случае возникновения пожара было оповещение, есть такая там услуга оповещения на телефон. Это мы сейчас говорим про сигнализацию, которая вот по умолчанию в новых квартирах всегда стоит, или это нужно Нет, дополнительно это немножко что-то? другая. Это автономные дымовые пожарные извещатели. Там идет сим-карта и привязка, по-моему, 2 номера телефона. То есть, если срабатывает извещатель, ну, от воздействия тепла, там, допустим, либо дыма, да, смотря какой установлен, идет оповещение на мобильный телефон, что произошла сработка. Ну что-то То есть типа, более что-то типа умного дома. реагировать, да. То есть, если у меня дома в мое отсутствие там что-то... Да, вам придет оповещение. Мне придет оповещение на мой Да, мобильный. верно. Понятно. А вот огнетушители вообще, они где должны быть? Вот это по правилам, вот, это как-то регламентируется, нет? То есть, допустим, в гараже у меня должен быть огнетушитель или нет? Или то, что в машине вот Нет, достаточно регламентируется только по объектам, ну, получается, там вот образовательные учреждения какие-то, там административные здания. В частном секторе такого нет. Единственное, что требуется по частному сектору, это, ну, чтобы была бочка с водой и какие-то первичные средства пожаротушения. Это уже по СОТам, это уже немножко другая тема. Но вот как часто вот эта услуга оповещения пользуются люди? Ну вот сейчас, я, насколько знаю, активно устанавливают пожарные извещатели. Ну и, коль скоро мы тут о пожарах вообще разговариваем, у нас летом была, конечно, такая, ну вот, сложная ситуация с лесными пожарами, в том числе там и с вашими коллегами, мы тоже здесь разговаривали неоднократно. Вот что делать, чтобы вот такого не повторялось, чтобы такого не допустить? Лесные пожары. Усиляться как-то. Но здесь только жителям, которые выезжают в лес, на охоту, на природу, отдохнуть, на шашлыки, соблюдать правила пожарной безопасности, пребывания в лесах. Все. Тут же, смотрите, получается, как, допустим, возле Якутска только несколько точек, куда можно, Место отдыха. Да, куда можно поехать. Вот. И, соответственно, люди выезжают в какие-то нерегламентированные места, и там... Ну, смотрите, у нас получается запрет на выезд в леса только, ну вот, только можно выезжать в определенные места, это когда установлен особый противопожарный режим. То есть, если особого противопожарного режима нет, обычно он у нас устанавливается, когда, ну, уже теплая температура. Ну, если выезжать, не разжигать костры, возможно, там где-то по возможности возле речки отдыхать, где менее вероятно возникновение пожара. Ну что ж, спасибо за такую интересную познавательную беседу. Спасибо, что пришли в студию, что рассказали о том, как предупредить, как провести праздники безопасно, как уберечь себя и своих близких. Я напомню, что вопросы к программе мы подготовили при помощи коллег из Центра управления регионом, которые, как всегда, отобрали для нас самые актуальные вопросы в сети интернет. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.
Джинса. С нами теплее.